Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Шахида Якуб. Сегодня в программе. Убитые и раненые в столкновениях на Хованском кладбище в Москве. Парламент Таджикистана решил вмешаться в ситуацию. Стреляли. Кыргызстан впервые в истории споткнулся на допинге. На Олимпиаду в Рио-де-Жанейро не едет чемпион по греко-римской борьбе. Федерация ежечасно отсылает протесты свои. Кабул парализован демонстрациями протеста. Тысячи жителей провинции Бамьян наводнили афганскую столицу. Они требуют развернуть новую линию электропередачи из Туркменистана в их сторону и провести в дома электричество. Мы перекроем весь город и останемся на улице до тех пор, пока они не пойдут нам навстречу. Победа украинской певицы Джамалы на Евровидении вызвала крайне негативную реакцию российских политиков. Некоторые считают, что это заговор против России. Политика или музыка? Ожесточенные бои между умеренной оппозицией и ИГИЛ в сирийском Алеппо. Ассоциация врачей Сирии потребовала у России и США остановить наконец-то непрекращающееся насилие. Кыргызстан пытается преодолеть последствия эпидемии ящура. Государство пока с вакцинацией скота не справляется. Вся надежда на частные лаборатории. Когда вакцины в достаточном количестве у нас будет, любую эпидемию можно предупредить. Столкновение на Хованском кладбище в Москве остается темой номер один в российских и центральноазиатских СМИ. Напомню, что в массовой драке между центральноазиатскими мигрантами рабочими кладбища и вооруженными выходцами с Кавказа погибли 3 граждан Таджикистана. Десятки получили ранения. МИД Таджикистана потребовал от России объективного расследования этого инцидента. Для обсуждения этого вопроса в Россию отправляются представители парламента Таджикистана. В настоящее время продолжаются работы по оформлению документов для отправки тел на родину. Между тем выясняется, что по меньшей мере 1 погибший скончался в результате огнестрельного ранения из боевого оружия. Это любительские кадры с места столкновения. Вы слышите выстрелы. Изначально сообщалось об участии 200 человек в столкновениях, однако позже прозвучали цифры намного выше – около 500. Более 30 человек пострадали, все они были госпитализированы. По словам очевидцев, на рабочих из Центральной Азии напали несколько десятков вооруженных людей. Мигранты не были вооружены и были вынуждены защищаться лопатами и кусками арматуры. Драка продолжалась несколько часов. Среди пострадавших есть и посетители кладбища. Мы стояли в пробке, выезжая из кладбища, навещали дочь умершую. И все произошло в секунды. Сели к нам на заднее сиденье. И тут же подбегает группа, человек 15, и давай громить машину и доставать их бить. Вышел муж, и его ударили по виску, его увезла скорая. Хованское кладбище крупнейшее в Москве. Там трудились в основном рабочие из Центральной Азии. Как утверждают представители таджикской диаспоры, работники кладбища неоднократно получали угрозы из-за того, что отказывались платить дань преступным группировкам. Да, рабочие, простой рабочий. В 12 человек стреляли. Один из убитых был мой знакомый. Он работал на кладбище. Не знаю, что это были за люди, но это были рэкетиры, которые требовали денег за защиту. Эти рэкетиры угрожали таджикам. Возможно, это построил сам начальник кладбища. Возможно, это были чеченцы или русские. Среди нападающих были и таджики. Пусть придут и выгонят нас из страны или дадут нам жить и работать. Везде нас ограничивают. Следственным комитетом Москвы возбуждено 3 уголовных дела, в том числе по статье об убийстве. Выясняются и новые подробности. Как сообщает сайт «Медуза», среди задержанных из числа нападавших был и действующий сотрудник московской полиции. Как сообщают источники в полиции, этот человек уже уволен. Волна допинговых скандалов, связанных с употреблением спортсменами льдония, докатилась и до Кыргызстана. В крови борца греко-римского стиля Жанарбека Кинжеева обнаружен запрещенный препарат. И теперь атлет пропустит Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В истории кыргызского спорта это чуть ли не единственный допинг-скандал. Есть ли у кыргызского борца шансы вернуть путевку в Бразилию? Об этом репортаж «Настоящего времени». Право выступать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро кыргызстанский борец Жанарбек Кинжеев завоевал в столице Казахстана 16 марта в упорной борьбе.
тот же день атлет сдал тест на допинг. Все шло хорошо, пока 11 мая в дирекцию олимпийских видов спорта не пришло письмо о том, что в крови Джанарбека обнаружен мельдоний. Спортивные чиновники обвинили Всемирное антидопинговое агентство в запоздалом оглашении результатов допинг-пробы. По кодексу Всемирной антидопинговой ассоциации там именно четко там пишется, что в течение 20 дней они должны были нам ответы давать. Они промолчали до этого времени, тянули и сейчас отобрали у нас лицензию. Это тоже как-то нам непонятно. Главный спортивный врач страны заверила, мельдоний Джанарбеку не прописывалось с декабря, а знала, что лекарство может быть внесено в черный список. Мельдоний признали допингом с 1 января 2016 года, но официальное письмо о его запрете по непонятным причинам в Кыргызстан пришло только в феврале. Вот официально спортивных организаций, вот госагентства, Центр олимпийской подготовки, по-моему, 11 февраля пришло, как бы и мне дали это письмо о том, что оно войдет в список допинга. Видите, опоздание 2 месяца, из-за этого можно было упиться этого лекарства. Врач допустила, спортсмен мог принять лекарство самостоятельно и по незнанию. А у спортсменов остаются остатки, и когда им тяжело, они берут и пьют, без назначения врача. Концентрация мельдония у Кенджеева менее 1 микрограмма, что является допустимой нормой. Но под амнистию он не подпадает, потому что тест сдал уже после 1 марта. Окончательное решение будет принимать Международная федерация борьбы. Надежда на то, что спортсмену разрешат выйти на борцовский помост, еще есть. Минимальное, но есть. Минимально. Это зависит сейчас от авторитета вот нашей федерации, от того, как они вообще к этому вопросу подойдут. И вчера письмо послали, и сегодня федерация ежечасно отсылает протесты свои, вот, чтобы они рассмотрели, еще раз рассмотрели, потому что ВАДА сама затянула со сроками, и государство потеряло 1 место. Понимаете? Наставники Джанарбека Кенджеева сетуют на мельдониевую чехарду в ВАДА, но все-таки надеются на благополучный исход. Вины Джанарбека нет в этом, да. Наши спортсмены теперь не будут принимать этот мельдронат запрещенный. Сам Джанарбек Кенджеев сейчас находится на сборах вместе с остальными спортсменами. Тренировки он не прекратил, верит, что еще сможет защитить честь страны на Олимпиаде в Рио. Шавкат Тургаев, Азат Нантамаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Страны Центральной Азии подсчитывают убытки последствий селевых потоков. Более 2500 домов пострадали от наводнения и оползней в Таджикистане и Кыргызстане. Только за последние 1,5 месяца в регионе произошло более 40 оползней. На северо-востоке Таджикистана сель унес десятки голов скота и несколько легковых и грузовых автомашин, вывел из строя рыбоводческие озера и десятки гектаров земли. В районе уничтожены как минимум 9 мостов и десятки дорог. В результате чрезвычайной ситуации в регионе погибло как минимум 15 человек. Таджикистан только начал подсчет уронов от разгула стихии. Из-за сильных осадков высокая степень угрозы сохраняется. Из селеопасных районов необходимо пересидеть более 8000 человек. Сильные и продолжительные дожди спровоцировали оползни и в верхних районах Алма-Аты. Дом семьи Шахмаевых оказался практически разрушен из-за разбушевавшейся стихии и непродуманной постройки соседей. Подробности истории в репортаже. Вот сейчас мы находимся в гостиной моего дома. Да, вот за моей спиной произошло обрушение частичной стены. Вот выдавило окна из-за оползня, сползшего вниз соседнего участка. Алма-атинец Равиль Шахмаев приобрел этот дом всего пару месяцев назад. Его семья давно хотела жить в своем доме. С этой целью был взят большой кредит в банке. Однако обустроиться на новом месте семье Шахмаевых помешал оползень, который разрушил часть 1-го этажа их жилища. Наш участок шел ровно туда, потом был где-то там далеко, 50 метров, небольшой подъем, но он был неравномерный. Вот. Но кто-то первый построил дом на одной отметке. Тут был лог. Кто-то захотел построить рядом с ним, насыпали. Построили. Кто захотел еще быть ближе к богам, еще раз насыпали. На самом краю склона сосед семьи Шахмаевых решил построить банный комплекс. По его словам, почва была как следует укреплена и залита необходимая бетонная подушка. Однако после сильных дождей на нижний участок сошло более 2500 кубов грунта. Как рассказывает Равиль Шахмаев, после ЧП на место съехались представители акимата, архитектурного контроля и департамента по чрезвычайным ситуациям. Такие случаи происходят регулярно в Алма-Ате на основании того, что говорят специалисты службы спасения. Практически несколько домов в год обрушивается у нас в результате безответственной строительной деятельности человека.
Хозяин соседнего участка пообещал снести строение, спровоцировавшее сход оползня. Однако после той встречи не выходит на связь. Семье Шахмаевых не рекомендуют находиться в аварийном доме, так как может произойти дальнейший сход грунта. Сейчас они живут у родственников. Равиль видит два варианта развития событий. Или сосед соглашается выкупить у них участок и дом и строит подпорку для висящего на краю участка строения, или сносит недостроенный банный комплекс. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. В Афганистане остро стоит вопрос энергообеспечения. Тысячи протестующих вышли на улицы Кабула в понедельник. Демонстранты фактически парализовали город. Они требуют, чтобы линия электропередачи, которую власти планируют ввести в столицу Афганистана из Туркмении, прошла через две провинции в центральной части страны, где проживают преимущественно хазарийцы, нацменьшинство, составляющее примерно 10-ю часть населения. Подробности в репортаже Рейтер. Один из крупнейших протестов против правительства Ашрафа Гани за последние несколько месяцев. На улице Кабула вышли тысячи людей. Они требуют изменить маршрут прокладки линии электропередачи из Туркмении в столицу Афганистана, так, чтобы она прошла через две провинции в центральной части страны. Некоторые демонстранты уже начали бросать камни в полицию. О более серьезных беспорядках пока не сообщается, но протестующие готовы блокировать Кабул, говорит Мохаммад Наим. Если правительство не согласится с нашими требованиями, мы перекроем весь город и останемся на улице до тех пор, пока они не пойдут нам навстречу. Мы всему миру расскажем, что президент Афганистана не учитывает интересов разных народностей. Протестующие требуют, чтобы ЛЭП прошла в том числе через провинцию Бамиан. Большинство населения в этом регионе составляют хазарейцы. Именно они преимущественно и вышли на демонстрацию. Это представители нацменьшинства иранского и монгольского происхождения, проживающие в центральной части Афганистана. Они говорят на своем наречии, исповедуют шиитское течение ислама и составляют примерно 10-ю часть населения страны. Их около 2 миллионов. В правительстве говорят, что смена маршрута обойдется бюджету в несколько лишних миллионов долларов и на годы отложит срок сдачи линии в эксплуатацию. Только треть территории Афганистана электрифицирована, но и в этих районах перебои со светом явление постоянное. Строительство линии является частью проекта по прокладке ЛЭП из Туркмении, Узбекистана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан, который ведется при поддержке Азиатского банка развития. Организация финансирует инфраструктурные проекты в Азии и на Дальнем Востоке. Далее в программе. Победа украинской певицы Джамалы на Евровидении вызвала крайне негативную реакцию российских политиков. Некоторые считают, что это заговор против России. Политика или музыка? Ожесточенные бои между умеренной оппозицией и ИГИЛ в сирийском Алеппо. Ассоциация врачей Сирии потребовала у России и США остановить, наконец-то, непрекращающееся насилие. Кыргызстан пытается преодолеть последствия эпидемии ящура. Государство пока с вакцинацией скота не справляется. Вся надежда на частные лаборатории. Когда вакцины в достаточном количестве у нас будет, любую эпидемию можно предупредить. По меньшей мере 11 человек погибли и более 20 получили ранения в результате нападения исламистов на один из крупнейших газоперерабатывающих заводов в Ираке. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Взрыв прогремел в иракском городе Таджик, к северу от Багдада. По данным полиции, заминированный автомобиль взорвался около ворот завода. Затем еще одна машина с 6 смертниками заехала на территорию завода, и экстремисты вступили в бой со службой безопасности. В результате взрывов загорелись 3 из 6 газохранилищ предприятия. По данным правительства Ирака, пламя уже удалось потушить. Сирийские повстанцы заявили, что отбили у так называемого исламского государства несколько деревень в окрестностях города Алеппо. После тяжелых боев батальон свободной сирийской армии захватил 2 деревни и распространил видео об этом в соцмедиа. На этих кадрах, отснятых в прошлую пятницу, вы видите, как повстанцы готовят боеприпасы и обстреливают пулеметами и РПГ позиции исламского государства в окрестностях деревень Яхмуль и Джезер. В то же время на севере Алеппо против сирийской свободной армии продолжает наступление сирийская правительственная армия. Официальное перемирие между сторонами закончилось в минувший четверг.
Как показывают последние исследования западных аналитиков, на планете сегодня проживает почти миллиард мусульман моложе 30 лет. Именно из их числа ИГИЛ и другие террористические организации вербуют новых воинов джихада. С этим потоком невозможно будет справиться, утверждают эксперты, если Запад не сможет перекрыть каналы, по которым распространяется экстремистская идеология. О сложностях глобальной информационной борьбы Вадим Оленичев. По мнению администрации США, радикальная исламистская идеология угрожает не только Америке, но и всему миру. Как говорит Фара Пандит, работавшая первым уполномоченным Госдепартамента США по связям с мусульманскими общинами, она объездила более 80 стран, и в каждой из них имело место влияние экстремистских группировок, в первую очередь самопровозглашенного исламского государства. Когда мы разрабатываем способы, как лишить эту идеологию ее привлекательности, мы должны принимать в расчет целый набор факторов. И то, сколько иностранных добровольцев сражается за ИГИЛ на Ближнем Востоке, и то, сколько людей поклялись в верности ИГИЛ и связанным с ним группами. И по возможности понять, в какой момент происходит так, что наша молодежь начинает отказываться от наших ценностей и принимать их ценности. Поначалу западным лидерам казалось, что достаточно указать миру на негативные стороны радикального ислама, чтобы нейтрализовать исламское государство. Но практика показала, что заявления о том, какие они плохие, в ответ на их заявления о том, какие плохие мы, не приносят ощутимых результатов. Об этом говорил на днях заместитель госсекретаря США Ричард Стенгел. В то же время утверждение части западных экспертов о том, что Соединенные Штаты проигрывают ИГИЛ информационную войну, Стенгел назвал заблуждением. Мне кажется, концепция выигрыша или проигрыша не вписывается в этот конфликт, потому что его суть не заключается в противостоянии ИГИЛ и США. То, что говорим мы, что говорю я или президент США, не повлияет на то, какую сторону займут люди. Экстремисты ранее успешно использовали риторику наших предыдущих администраций в качестве средства вербовки. Так что формула выигрыш-проигрыш не работает. В то же время есть гораздо более позитивный аспект. Мы видим, как мир понемногу отворачивается от ИГИЛ. Согласно последним опросам, проведенным в арабских странах среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, ИГИЛ и идеал халифата поддерживают лишь 20% из них. Год назад таких было в 1,5 раза больше. Конечно, это все равно высокая цифра, и мировому сообществу нужно активизировать свои усилия по развенчанию мифа о халифате. Огромную роль здесь играют социальные сети. 80% интернет-постов ИГИЛ имеют позитивное содержание и восхваляют прелести жизни в халифате. Ответом США и их союзников должен быть собственный позитивный посыл, считают эксперты, но не только. Для жителей мусульманских стран критика их соотечественников в адрес джихадистов имеет гораздо больше веса, нежели западная агитация. Чтобы истребить зловредные плоды идеологии джихада, требуются совместные действия разных стран и помощь негосударственных организаций. Только так призыв к насилию можно изменить на призыв к созиданию. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Смотрите далее. Победа украинской певицы Джамалы на Евровидении вызвала крайне негативную реакцию российских политиков. Некоторые считают, что это заговор против России. Кыргызстан пытается преодолеть последствия эпидемии ящура. Государство пока с вакцинацией скота не справляется. Вся надежда на частные лаборатории. Когда вакцины в достаточном количестве у нас будет, любую эпидемию можно предупредить. Победа Джамалы на Евровидении по-прежнему топ-тема в Украине. Вот как встречали ее в киевском аэропорту Борисполь. Первое место Джамалы на Евровидении изменило отношение россиян к этому телевизионному шоу. Все федеральные каналы говорят о политизации конкурса, украденной победе и чуть ли не американском следе в этой победе. Ключевые цитаты набрал Андрей Черкасов. В студии канала «Россия» гости, готовившиеся в прямом эфире праздновать победу, не скрывают досады. Политика или музыка? Для украинского ТВ победа Джамала оказалась полным сюрпризом. Никаких специальных программ до самого утра. Но в воскресенье это уже главная новость. До останнього моменту. Блестящая и важная победа Джамалы. Она хотела, чтобы ее услышали, и Европа прислушалась. С российских экранов песню Джамалы называют политической, а победу несправедливой. Россия победила без политики. Украина выиграла с политикой. Как говорится, money talks. Работают деньги.
В данном случае в политических интересах. Сам Сергей Лазарев не скрывает разочарования, но от резких высказываний воздерживается. Разительная разница была между тем, как голосовало жюри и как проголосовали зрители. Джамала также дипломатична. Даже после победы ни слова о политике. Хотите ли вы, чтобы следующий конкурс провели в освобожденном Крыму? Надеюсь, Евровидение проведут в Украине. Неважно, где именно, но в Украине. Зато ее соотечественники, крымские татары, называют победу символичной. Это первый шаг к возвращению Крыма. На российском ТВ уверяют, конкурс может не состояться, мол, денег Украине не хватит. Для бюджета любой страны проведение Евровидения – это серьезная нагрузка. Обсуждают следующее Евровидение и в Украине, но говорят не о деньгах, они, мол, найдутся, а о безопасности и о том, где именно проводить конкурс. Вопрос, где проводить, за какие средства, поедут ли к нам, если ситуация будет нестабильной. Кыргызстан пытается преодолеть последствия эпидемии ящура. Государство пока с вакцинацией скота не справляется и всю надежду возлагает на частные лаборатории. Подробности в репортаже. Улан уже 8-й год работает в фермерском хозяйстве. Держать коров – дело нелегкое. Надо за ними следить, вовремя кормить, а также своевременно прививать, чтобы предупреждать разные болезни. Есть яшур, бруцеллез и другие болезни. Поэтому мы каждый год по 2 раза делаем прививки коровам. Без этого никак. Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане вызывает опасения, поскольку последняя вспышка ящура в стране была зафиксирована в августе 2014 года. По инструкции Международного эпизоотического бюро, после последней вспышки той или иной болезни только через 2 года позволяет считать страну благополучной. Конечно, правила есть правила, никто их не может нарушать. А тем более после вхождения нашей республики в состав ЕС мы должны вообще строго соблюдать и придерживаться норм и правил. Несмотря на такие худшие прогнозы, ветеринары Кыргызстана заявляют, что эпизоотическая ситуация в стране уже стабилизировалась. Из республиканского бюджета на эти цели были выделены 130 миллионов сомов. Это на порядок выше, чем в 2014 году. Тимиркан Зарылбеков – частный ветеринар. По его словам, государство проводит тендеры, где частники тоже стали принимать участие и выигрывать. Раньше такого не было. Хорошо, когда частные ветеринарные врачи стали принимать участие в тендерах, которые по выделению вакцины для сельскохозяйственных животных. Когда вакцины в достаточном количестве у нас будет, любую эпидемию можно предупредить. Со вхождением Кыргызстана в ЕАЭС большое внимание уделяется эпизоотической ситуации в стране, потому что ожидается серьезная работа, необходимого для осуществления торговли животноводческой продукцией и животными в странах ЕАЭС. Требования ужесточаются с каждым днем, но мы рады, что такая работа идет, потому что я хочу продавать свой домашний скот дороже. Таможенный союз, думаю, здесь и нужен нам. Тем временем, чтобы войти в рынок ЕАЭС, стране требуются специальные лаборатории, для запуска которых требуется порядка $5 миллионов. Государство не может потянуть такую сумму в одиночку. Поэтому государственно-частное партнерство стало бы выходом из сложившейся ситуации. В 2007 году в Кыргызстане была вспышка эпизоотии, и тогда Россия и Казахстан ввели эмбарго на поставку мяса из Кыргызстана. Нам надо привести порядок в ветеринарной сфере. В свою очередь, Россельхознадзор готов оказать помощь Кыргызстану в искоренении ящура в стране. Подобную работу российские специалисты успешно провели в Монголии. Стороны согласились, что на данном этапе сотрудничества эффективным станет создание рабочих групп привлечением специалистов. Гулянора Каныбекова, Бакыт Джаналиев. Настоящее время, Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в соцсетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.